Добрый день, коллеги! Поделюсь опытом работы по достижению личностных результатов на примере внеурочного занятия Иван Туропов «Мелехинский цикл». Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она обеспечивает учет индивидуальных особенностей и осуществляется с учетом интересов учеников и возможностей школы. Перед учителем стоят задачи создания условий для многогранного развития и социализации каждого школьника, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. На первом месте стоят личностные результаты, так как вопросу развития школьников уделяется особое внимание. Этого можно добиться использованием единых средств формирования личностных результатов. Выделим основные. Содержание учебного предмета, подбор художественных текстов, фактов биографии и тому подобное. Формы организации работы внеурочной деятельности. Индивидуальная, групповая, фронтальная. Методы работы. Наглядные, словесные, практические. Стиль взаимодействия с детьми. Сотрудничество, наставничество. Содержание учебного предмета – одно из эффективных средств формирования личностных результатов, основанное на целенаправленном отборе текстов, циклов произведений в соответствии с воспитательными и развивающими задачами мероприятия. Особое внимание уделяется кадетским классам. Воспитательная работа в них является частью образовательного процесса и нацелена на подготовку кадет к служению Отечеству на поприще государственной, муниципальной, военной службы. В условиях кадетского образования наиболее эффективным для подготовки морально устойчивых, с активной гражданской позицией, физически развитых будущих защитников нашего Отечества является военно-патриотическое воспитание, которое понимается как деятельность, объединяющая граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны ценностей, гражданских идеалов, смысла жизненных ориентиров и базируется на лучших образцах мировой и национальной культуры, истории российского государства, выдающихся примерах служения закону и Отечеству. На сегодняшний день кадеты нашей школы владеют навыками самообороны, основами строевой подготовки и военного мастерства, входят в состав кадетского хора, умеют танцевать мазурку, вальс. Они активные участники военно-патриотической игры «Кадеты Отечества», спортивно-патриотической игры «Зорница», акций «Письмо солдату», «Дороги войны», спортивных соревнований, уроков мужества и кадетских часов. Внеурочные мероприятия, которые проводятся в рамках духовно-нравственного патриотического воспитания учащихся, нацелены на достижение личностного результата. К этому направлению воспитательной работы в кадетском классе относится методическая разработка «Иван Туропов. Мелехинский цикл». Цель внеклассного мероприятия – развитие познавательного интереса учащихся с помощью приобщения к истории и литературе родного края, воспитание патриотизма, бережного отношения к родине, природе, семье. Форма проведения – круглый стол, что дает участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую тему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. Выбран вариант проведения «Методический диалог». В рамках такой формы круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется между участниками. Движущей силой диалога является культура общения и активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключении делается вывод, принимается решение о дальнейших совместных действиях. Начало мероприятия – исполнение кадетского марша. Ведущим круглого стола является учитель.
Он руководит действиями участников. Рассказы Ивана Торопова, открывающие Мелехинский цикл, показывают военное детство и юность главного героя, живущего в коми-деревне. Учащиеся должны рассмотреть становление личности Федора Мелехина, отметить качество его характера, указать стилистические особенности произведений, внести данные в таблицу. Во время работы ученики прослушивают выступления творческой группы кадет разных классов по содержанию и анализу рассказов коми-писателя «Шуркин бульон», «Где ты, город?», «Пшённая каша». Это помогает учащимся выполнить задания. Обсуждения проходят в группах. Задания подобраны так, чтобы кадеты учились оценивать поступки героя произведения, видели изменения в характере Федора, его положительные и отрицательные качества, отмечали способность персонажа находить недостатки, признавать их и исправлять. Любовь и уважение к родному краю начинается с малого, в том числе и отношение к природе. Поэтому учащиеся находят в тексте описание природы, отмечают ее богатство и красоту, но также обращают внимание и на необходимость использования леса для страны. Идет война, и древесина нужна для победы над врагом. При выполнении третьего задания группы подчеркивают особенности стиля каждого рассказа и замечают, что речь героя меняется. История о заболевшем брате повествуется простым языком с использованием коротких предложений, разговорных слов, просторечных выражений. В последующих рассказах речь становится увереннее, лексика разнообразнее. Свои суждения ребята подтверждают примерами из текста. После выступления групп делается вывод на основе предложенных дополнительных вопросов. Какими качествами должен обладать кадет? Можно ли сказать, что эти же качества присущи и Федору Мелехину? Приняли бы вы в кадеты героя Торопова? Почему? По первому вопросу мнения не расходятся. Среди характеристик настоящего кадета называют силу и мужество, честность и порядочность, любовь к родине и уважение к старшим, физическую закалку и выносливость, образованность и воспитанность. Именно такие качества ребята стараются развивать и в себе. Мнение групп по второму вопросу неоднозначно. Анализирующие рассказ «Шуркин бульон» отмечают смелость, умение преодолевать трудности, заботливость. «Где ты, город?» добавляется умение дружить, нести ответственность за выполняемое дело. «Пшённая каша» – добросовестность, непримиримость к несправедливости. Ответ на третий вопрос тоже единогласен. Да, Мелехина можно принять в кадеты, так как он обладает всеми вышеперечисленными качествами. Рассказы Торопова понятны и близки учащимся потому, что главный герой их сверстник, но только другого времени, другой эпохи. В жестокую, тяжелую пору формируется характер Федора Мелехина. Постепенно набирается он мудрости жизни, впитывает в себя опыт старших товарищей, учится жить среди людей, оставаясь человеком. Многому может читатель научиться у героя Торопова. Заботиться о младших, любить семью, уметь дружить, нести ответственность за порученное дело, честно работать и служить Родине, признавать и исправлять свои ошибки. В ходе мероприятия кадеты используют знания, полученные на уроках литературы, демонстрируют умение работать в группе, поддерживать друг друга, помогать. Планируемые результаты. Личностные. Готовность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Российской Федерации. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи, способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Метапредметные результаты. Учащийся сможет овладеть чтением как средством осуществления своих дальнейших планов, ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл.
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать главную идею текста, критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его, предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации, выделять общую точку зрения в диалоге, высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога, принимать решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. Методическая разработка по рассказам о Фёдоре Мелехине может быть использована в любом общеобразовательном классе школ Республики Коми, так как творчество Торопова изучается на уроках литературы и вызывает искренний интерес у подростков, особенно рассказ «Шуркин бульон». Для учащихся 9 классов полученная информация носит и образовательный характер. Для написания сочинений на экзамене по русскому языку в качестве литературного примера для аргументации своего мнения можно использовать прочитанные рассказы Торопова. Спасибо за внимание.